Вот эта улица, на которой я росла с 8 лет. Это мой дом, который стоял на улице Мичурина 8 лет. Это мне было 8, улица Мичурина. Потом полетел в космос Гагарин. Все мы радовались, кричали из окон «Ура!», тем более дети. Улица стала Гагарина, чему я была очень рада. И когда улицу переименовали в Октябрьский проспект, я уже не радовалась. Почему-то Гагарина мне нравилось больше. Вот пойдемте, там мои окошки на 2-м этаже. В принципе, я была здесь, жила с 8 до 17, пока я не окончила школу. То есть мои первые рассказы появились тоже тут. Вот. Вот это окно на 2-м этаже, оно мое. Октябрьский проспект, у нас магистраль главная. Я смотрю на эти окошки и машу моему детству. Целый городок таких домов. Мои одноклассники жили тут. Вот там жила Таня Филатова. Там дальше, где мы, может быть, пройдем, жила Роза Корнельзен. Они были немцы, и весь дом был немецкий. То есть там жили немцы, которых переселили до войны из Саратовской области. Сначала они жили где-то в бараках, а потом им дали хорошие дома. И в том же доме жил поэт Саша Суворов. Вот очень интересный дом. Ну, почему интересный? На 2-м этаже жил наш одноклассник Вовка Старцев. И была такая история. Значит, я со своего окошка зайчики ему пускаю. Девчонки собрались, и мы пускаем. Ну, парень все-таки уже старшие классы. Пускаем ему зайчиков. И я удивляюсь, ну почему же он-то не отвечает? Ну как это так? Девочки, ему зайчики, а он молчит. И потом уже через какое-то время выяснилось, я спрашиваю у него: Вов, ты чё? Он говорит: а я-то как буду пускать зайчики? Я-то в тени, улица напротив. Вот. Пойдемте туда во двор. Очень интересные дворы были. То есть мы с мальчишками, ну я любила с мальчишками играть. Играли в чижа. Подбирали какую-то палку, небольшую. А палки можно было найти очень легко, потому что в первое время тут в кухнях были плиты. И плиты отапливались дровами. В комнатах батареи, а в кухнях плиты. И вот мы целыми вечерами играли в чижа. Казаки-разбойники. А зимой в центре вот этого городочка деревянного, ну все знают, что тут деревянный городочек, была горка, замечательная волшебная горка. Ее делали отцы всех домов, вот этих вот, которые тут располагаются, без единого гвоздя, ледяная, огромная, длинная, по ней можно было катиться вообще целый век. И про эту горку, и вот про это детство свое я написала рассказ «Двойка по поведению», который был знаменитым, и, может быть, меня сделал какой-то вот известный. Он печатался в Японии 2 раза, этот рассказ, переводился на английский, на норвежский. И это все происходило в этом месте. Вот, я считаю, что детство было очень хорошее. Хотя мы таскали воду из колонки. Сначала мы жили, квартира у нас была на 2-м этаже, коммунальная. В одной комнате жила семья, и у нас были 2 комнаты. На площадке лестничной мы выходили вечерами, стучим по батарее, выходим играть в Колька Мальцев, Ванька Мальцев, Васька Мальцев, и вот мы с сестрой. Но сестра более скромная была, я, конечно, была сорвиголова. И вот мы играем в садовника, мы играем в 21, мы прыгаем со 2-го этажа на 1-й. Но смелые такие, не знаю, как многие не поломали. Но тогда вот деревьев таких не было, конечно, к сожалению. Тогда эти деревья, мы сажали маленькие деревья, тоненькие, их машины давили. Сейчас хорошо сделали палисадники. Вот в этом подъезде мы жили дружно. И как бы мы ни шумели с мальчишками Мальцевыми, никто ни разу не вышел, что вы шумите.
Сейчас такое, по-моему, невозможно. Вот здесь играли в чижа, здесь были сараи с дровами, здесь был Валерка Веретенников, в том доме жил Пета, но я не всех вспомню. Ну вот, и может быть даже и с некоторыми вообще всю жизнь не встречалась. Горка была там, за этим домом, там была колонка, горка была у колонки. Рядом был дом с этой горкой, где мы прыгали в сугробы со второго этажа. Вообще второй этаж это у нас первый, что-то неинтересно. Со второго этажа был балкончик, мы прыгали в сугробы. Вот это место тоже есть в рассказе. И вот кто бы прочитал рассказ, ну, конечно, читал кто-то, очень бы узнали вот этот весь уклад этого городочка. Какое-то было учреждение. И вот на торце дома вела деревянная лестница, ну, не просто там такая, а с площадочкой. Там была дверь, кто-то заходил, там, видимо, жил. И вот с этого балкончика на перила мы вскакиваем и в снег. Это так здорово. Вы прыгали в сугробы? Ну, с гаражей. Ну, с гаражей. А у нас еще лучше. У нас со второго этажа. Это снег такой пушистый. И мы его... Вот был такой... Ну, я про рассказываю. Это... Я не знаю, как мы с мальчишками оказались. Валерка Приходнова и Валерка Муравченко. Оба двоечники. И вот как-то я... Девочка хорошая, хорошистка. Как-то я с ними состыковалась, и вот как хулиганка каталась с ними с горы до 2 ночи, а потом ей захотелось, мы пошли в тот дом, где жили немцы, а на 2-м этаже там люди хранили капусту. Ну вот солили и в бочках хранили капусту. У нас ящик с картошкой стоял, а там ящик с капустой. И мы там эту капусту воровали. Вот с этими мальчишками, голыми руками, а руки все в снегу замерзшие. Ледяные, и еще вот эту капусту соленую, жжет все, но так вкусно, и так мне хочется уходить. Вот. Так это же, а вас что, с милицией не искали в 2 часа? Вот, когда в 2 часа ночи уже мама, я прихожу домой сюда, я же не знала, что 2, я думала, что 10 часов, потому что так нам было хорошо с мальчишками. И вот тут был телефон-автомат, и мама выходила уже звонить в милицию. Это 2 часа ночи было, мне, конечно, здорово попало. Уши мои горели. Вот, это, значит, совсем детство. Потом мы пошли в школу. Вот эта улица называлась Театральная. Мы ходили все в 16-ю школу, теперь она лицей народной дипломатии. А потом нас всем классом перевели в 1-ю школу, когда ее построили. Мы ходили в 1-ю школу, потом ее улицу сделали Оплеснина, вот этот дом. Тут зять у меня жил. Правда, очень интересно, когда в 10 классе мы с Валей Козловой решили по утрам бегать. И вот мы бегаем по утрам, и в 4 часа однажды с фотоаппаратом, по-моему, смена, я уловили, опять же, 2-й этаж, солнце, на 2-м этаже солнце, бьет прямо нам в глаза. Я его сфотографировала. И что потом оказалось, в этом доме как раз принесли моего родившегося только что зятя. Представляете? Вот, я эту Косте подарила, эту фотографию, он, конечно, ее куда-то потерял. Но вот такое, вообще такое совпадение, все, вот идет дяденька в мой подъезд. Вот, но там очень темно, наверное, и не будем заходить. Вот, и потом уже мы жили там, у меня были, опять же, одноклассники Наташа Козлова, не этот дом, тут зять мой жил, следующий, и мы вот ходили часто в походы, и я Наташу будила, палку какую-то брала, там полно палок, и в окно уже на 1-м этаже. Однажды я постучала в чужое окно, и видела, дядя такой высунулся на мою палку. Ну, я, конечно, сбежала. Вот эти дома когда ставили? Эти дома, ну вот если я 8 лет мне было, это был 60-й год. И мы переехали, вот эти уже строились, и было много домов. Вот эти, значит, 60-е годы, начало 60-х годов. А вот с этой стороны, здесь были картофельные поля, и там дальше были построены первые 5-этажки панельные. Вот по улице
театральной, которая потом стала называться Плеснина. Большую роль играл вот на этом, нет, не этот дом, а там следующий дом есть, шестиэтажный, там был 8-й магазин. И мы в этом 8-м магазине, ну, мама же посылает, там хлеб покупаем, еще что-то. И мы покупали, дети, не только я, все, маленькие такие брикетики какао и кофе за 8 копеек. Это было так вкусно. Просто не надо, ну, их надо разводить обычно, а мы их грызли. И вот этот 8-й магазин, очень большое воспоминание. И там же 8-й магазин стоит сейчас, большой дом, там, где живут моя дочь живет. То есть вот я все равно связана с этим районом, хоть вроде уже и не живу. Этот деревянный городок, он до сих пор во мне живет. Он мне до сих пор снится. И когда мы встречаемся уже с поэтом хорошим, большим нашим, республиканским поэтом Сашей Суворовым, мы часто об этом вспоминаем.